Всем привет, хорошего дня. Сегодня поговорим о том, как подготовиться к Q4 в книжном бизнесе. Значит, Q4– это последний квартал года, октябрь, ноябрь, декабрь, и частенько в этом квартале продажи поднимаются на Amazon. В книжном бизнесе и также в private label бизнесе. Я вот сам торгую private label. С нами сегодня Даша. Она торгует в книжном бизнесе. С Дашей мы записали очень интересное интервью, которое в данный момент очень много просмотров набирает на канале. Я оставлю его в описании. О том вообще, реален ли этот бизнес книжный на Amazon. Успех Даши, который у нее произошел, происходит в книжном бизнесе. Да, оставим этот видео в описании. Также оставим ее YouTube-канал и телеграм-группу Даши про книжный бизнес. Даша, привет, как дела? Привет, Вов. Все оки, что у нас второй подкаст. Очень рада, что наша информация полезна и многие смотрят видео. И что сегодня у нас Q4, и как же заработать роялти X5-7 в Q4 на книжном рынке. Давайте разберемся и попробуем это сделать в 2024 году. Надеюсь, что у всех получится. Вот. Ну, прежде всего нужно начинать с анализа рынка и тенденций. То есть прежде чем, например, написать книги для Q4, с которых вы хотите зарабатывать, да, там в 5-7 раз больше роялти, то прежде всего нужно сделать анализ рынка. Естественно, книги, которые у вас уже есть, да, они продаются, оптимизированная реклама, вот, то это тоже good, они тоже будут продаваться. Опять же, роялти может возрасти в 5-7 раз, как бы все зависит от ваших действий. Но и также, вот смотрите, сегодня у нас август, да, и у нас есть время еще, можно сказать, что 2 месяца, максимум 2 месяца у нас есть, чтобы подготовиться к Q4. И какие книги запускать, что делать, чтобы успешно провести Q4. И как я уже говорила, это прежде всего анализ рынка и тенденций. То есть мы должны понимать, что ожидать в 2024 году там, на книжном рынке на Амазоне. И если, опять же, логически так подумать и посмотреть на тренды, которые происходят в мире, да, можно просто пока не обращаться ни к каким аналитическим программам. Естественно, в этом видео я чуть дальше покажу аналитику с Publisher Rocket. Вы, в принципе, тоже, каждый из вас сможет зайти и все это проанализировать и посмотреть. Но, опять же, даже убираем какие-то программы, потому что я всегда говорю, программа программами, ни одна программа не говорит вам точные данные. И самое важное, самому логически все проанализировать и подумать. Итак, первое, естественно, наблюдаться будет, что рост интереса к нишевым жанрам. Это однозначно. Как вы уже замечаете, это происходит там и с блогерами уже давным-давно, и больший приоритет отдают нишевым блогерам. Также и в Мгм. любом бизнесе, там B2B, либо там B2C отдаются приоритет нишевым продуктам. Да? То есть, опять же, IT-компания, которая разрабатывает CRM для всех, скажем так, будет менее интересна, чем IT-компания, которая разрабатывает CRM-системы, например, только для логистической компании. Ну, это логично, да? Вот то же самое, эту информацию мы можем перенести на книжный бизнес на Амазоне. То есть, если вы пишете, опять же, книги на тему психология, там, и опять же, мотивация, там, психологическая мотивация, поверьте, это общая тема. А вот если вы пишете там мотивация для самооценки, там, да, мотивация для избегания депрессии и так далее, то, конечно же, такие книги будут пользоваться большим спросом. Далее, обязательно, что мы наблюдаем в 2024 году, и это как бы тенденция уже началась задолго, да, это тенденция к более высокому и качественному контенту. Опять же, почему? Ну, все просто. В феврале у нас произошел бум АИ. И благодаря АИ написать тот же текст сейчас сколько занимает? Ну, минут 10, да? Опять же, если вы умеете писать грамотные, адекватные промпты, то, соответственно, и текст у вас будет профессиональным. И если вы читаете свой текст, и вы эксперт в этой нише, вы добавляете еще фишки, и ваш текст набирает еще большую полезность и ценность.
Благодаря тому, что это все можно делать теперь, я не знаю, там в 3 раза быстрее, в 4 раза быстрее, в 5 раз быстрее, да, то, естественно, ценность появляется к высокому качеству контента. То есть что это означает? О том, что читатели будут ценить книги с тщательно проработанным сюжетом. Неважно, про что вы пишете, там, хотите кукбуки писать, окей, пишите кукбуки, но пишите качественные рецепты, да. Если вы пишете литературу, романы, да, окей, но делайте тогда ваши персонажи более реалистичными и делайте высокий уровень редактуры книги своей, да, о том, что обычные какие-то там шаблоны для книг, которые применялись год-два тому назад, естественно, они не будут такими уже привлекательными, Мгм. потому что сейчас это все можно сделать более красивее. И, конечно же, с каждым годом покупатели, читатели становятся более требовательными и требовательными. Опять же, почему? Ну, потому что конкуренция растет, да, когда у читателя, грубо говоря, нет выбора, есть там выбор из 3 книг, да, это одна ситуация, а когда у читателя сейчас на каждую тему выбора более 100 книг, ну, естественно, он будет более придирчиво выбирать Мгм. книги и рассматривать там тот же контент, и редактирование, ну и так далее, да. И третий пункт, который я бы выделила очень-очень важным, это ориентация на читателя. Я всегда говорю, пожалуйста, делайте бизнес для людей. Ну, не делайте бизнес только для себя. Ну, почему? Ну, потому что не вы будете покупать, не вы являетесь там покупателем своего Мгм. бизнеса. Вам нужны покупатели, клиенты, да, другие люди. И, естественно, если вы для них будете это все делать, то все будет хорошо с вашим бизнесом. Пожалуйста, пишите книги на те темы, которые хотят люди услышать. Потому что у меня много в личке сообщений от людей, которые написали книгу на какую-то тему, и, естественно, у них не получается продвигать книги. И, опять же, вопрос ко мне, почему так не получается? Первое, что я спрашиваю, если честно, неважно, какая тема. Вот первый вопрос, который я спрашиваю, подскажите, пожалуйста, search volume по вашему ключу. 70% ответов я получаю такие. Search volume там 450, 500, там 625. Ну, ребята, невозможно с таким search volume, как найти покупателей много. Потому что, опять же, если бы одна ваша книга была, и люди бы искали, и в месяц был бы там 450 search volume, то да, окей, вы бы продавали. Но вы же не один. Там сколько этих конкурентов? Даже не 100 человек. В этой нише могут быть и 1000 человек, этих конкурентов. Это очень слишком маленький запрос. Вот, ваш запрос минимум должен начинаться от 2000 поискового запроса. И, в Мгм. принципе, вы можете рассматривать любую тему для вашей книги. Вы должны ориентироваться на то, что хотят прочитать люди, а не то, что вы хотите написать. И если говорить более конкретно, там, какие темы книг, какие ниши книг будут расти на рынке книжном в 2024 году на Амазоне, мы можем там рассмотреть несколько, скажем так, подвидов. Это прежде всего нон-фикшн литература, фикшн литература и детские книги. Почему я так разбила? Ну, потому что стратегия продвижения всех этих ниш будет разная. Легче всего, конечно же, начинать с нон-фикшн литературы. Почему? Потому что это литература, направленная на решение какой-то конкретной проблемы. Вот, это не художественная литература. И почему такие книги легче, проще продвигать? Потому что их заголовок может быть SEO-шным. Если заголовок книги хоть немножко можно сделать SEO-оптимизированным, это во много раз увеличивает шансы ваши на органическую топ-выдачу. То есть вы сможете оказаться на первой странице, а не там на второй, на третьей, на четвертой и так далее. И очень важно оказаться на первой странице. Если вы не окажетесь на первой странице, ну, вы не будете генерить деньги с этой книги, потому что 70% людей покупают только с первой страницы. Это статистические данные самого Амазона. Там, если есть желание, вы можете найти эту информацию. И опять же, из своего опыта я точно замечаю, когда там наша книга находится на второй странице, ну, продаж, скажем так, 30% от того, что могло бы быть. Это в лучшем случае. Конечно же, если книга находится на первой странице, естественно, процент продаж сразу же вырастает.
Мгм. Если говорить про нон-фикшн литературу, то конкретно какая это литература может быть, да, где стоит написать книгу. Например, вы можете написать книги в теме личностный рост и развитие, то есть книги о саморазвитии, улучшении качества жизни, там, о ментальном здоровье. Они набрали свою популярность, ну, мне кажется, года 2000-го, с 2020-го прям резкий скачок на эти темы пошел. Опять же, почему? Ну, ковид, политическая ситуация во всем мире, да, много стрессовых ситуаций у нас происходит. И все это, ну что, подталкивает людей заниматься психологией, саморазвитием и так далее. И опять Мгм. же, не забываем о том, что мы пишем на рынок США прежде всего, а рынок США всегда очень лоялен к ну, к психологической литературе, книгам и так далее. Также, что еще можно написать, если там не художественная литература, нон-фикшн? Опять же, это финансовая грамотность. Опять же, из-за того, что ситуация нестабильна у нас во всем мире, там люди теряют деньги, люди не знают, как сохранить. Там в последнее время смотрела какие-то фильмы, и почти в каждом фильме говорится о том, что, ой, ну сейчас одна работа уже не прокормит, нужно как минимум иметь две работы. Заметьте, если это говорится уже в фильмах, то, скажем так, большинство людей так и думают. И большинство людей ищут там способы, как найти деньги. Вспомните там криптовалюты эти и так далее. То есть эти темы, которые не прекращают вызывать интерес у людей. Пожалуйста, если, ну только опять же, если вы профессионал в этой сфере, нише, да, вы можете написать, но опять же, если вы не профессионал, если вы думаете, что чат ИИ за вас напишет, я сразу могу сказать, нет, ну не напишет он. Да, какую-то там более-менее информацию он напишет, люди начнут читать, вы начнете получать негативные отзывы. Вот. И, естественно, все ваши продажи упадут вниз. Естественно, если вы будете редактировать книгу, если будете разбираться в этой теме, да, вы сможете исправить ситуацию. Но помните, что я говорила изначально. Качественный контент. Это очень важно сейчас. И третью, скажем так, нишу в нон-фикшн литературе, которую я бы выделила, это экологичность и осознанность. То есть здоровый образ жизни, веганство, там, экология. Это стабильно набирает популярность. Опять же, вы можете писать кукбуки, но что я сейчас, кстати, замечаю в кукбуках, очень большая конкуренция. Прям, я не знаю, снова все начали писать книги в кукбуках. Вот. Поэтому, да, если вы хотите, можете писать про здоровый образ жизни, это всегда ценится, вы сможете на этом зарабатывать деньги, но единственное учтите, что сейчас там, ну, прям большая-большая конкуренция. Вот, поэтому, возможно, стоит рассмотреть более другие ниши, в которые вы сможете легче зайти. Вот. И если говорить про подтверждение моих слов, и на самом ли деле такая ситуация происходит на Амазоне, то давайте с вами просмотрим график в Publish Rocket. Для книжного бизнеса существуют две программы для аналитики. Это Publish Rocket и Helium 10. Я последнее время пользуюсь программой Publish Rocket, но если вы используете Helium 10, то ок, это тоже очень-очень замечательная программа. В ней, кстати, данных по цифрам намного больше, чем в Publish Rocket. Но, как я сказала, последнее время я пользуюсь Publish Rocket, потому что он дает более сжатую информацию и, скажем так, самое-самое важное. Для меня сейчас такая информация в приоритете. Но изначально, когда я изучала книжный бизнес, я хотела максимум понимать информации и максимум понимать алгоритмов, как что работает, поэтому долгое время использовала Helium 10. В принципе, неважно, какую вы программу используете, вы все равно сможете проанализировать тренды рынка. Итак, давайте с вами посмотрим, что происходит в Motivational Book. Смотрите, вы выбираете категории и в поисковую строку вводите, ну, например, motivational. Тут надо, как бы, как сказать, более общие фразы вводить, чтобы вы смогли увидеть категории амазоновские. И нажимаете Insights, и вы получаете анализ за 12 месяцев. И вы можете просмотреть, что происходит с этой темой на протяжении каждого месяца. И как мы видим, что в январе
происходит максимальный бум. Продаж более 9000. Это очень много. Есть, конечно, ниши, где бывает 16 тысяч продаж, но я сразу могу сказать, 9 тысяч продаж– это уже много. То есть конкуренция тут тоже будет большая. И как мы видим, 10 на 10 продаж каждый месяц увеличивается эта категория. Естественно, мы видим там спады, что категория нестабильна, приносит там ежемесячные продажи. Но что самое главное нас сейчас интересует? Вот эта вот синенькая стрелочка, она точно показывает нам на рост. Это первый момент. Опять же, Publisher Rocket написал нам уже плюс 10, да, продаж ежемесячно. Также, если тут ниже прочитать информацию, то Motivational Book входит в топ-10% от всех продаж Амазона в категориях по книжному бизнесу. Мы сейчас говорим за Q4, соответственно, нас интересует, что же произойдет, какой рост в Q4. Как видим, что в ноябре наблюдается рост, и самый пик происходит в январе, да, когда там все на каникулах, в отпусках и читают психологическую литературу. Я уже подготовила вот такие скрины с разных тем, чтобы наше видео немножко было покороче, и чтобы мы каждый раз не переключались туда-обратно, а наглядно смогли сравнить в цифрах, с какой нишей больше продаж, с какой нишей меньше продаж, и рассмотрим вот этот вот график, как его правильно анализировать, потому что в каждой нише есть свои нюансы по этому графику. Поэтому давайте уже рассмотрим с вами те скрины, которые я подготовила в презентации. Итак, смотрите, Self-Help Motivational Book мы с вами посмотрели. Нет, это немножко другая категория. Смотрите, а если мы с вами перейдем в категорию Self-Help Motivational, потому что, смотрите, слово Motivational будет находиться в нескольких категориях Амазона. Почему так происходит? Потому что у Амазона несколько категорий. То есть, скажем так, Motivational может быть не в одной категории. Вот. И вам нужно, естественно, проанализировать все категории, которые есть со словом motivational. И вот если мы пойдем в категорию self-help motivational, то мы увидим, что тут наблюдается спад. То есть на 101 продажу меньше в месяц получается, да, уже. Но, опять же, если вы наведете на январь, вы увидите 11 тысяч продаж. Это очень много. О чем это говорит? Это говорит о том, что ниша очень-очень конкурентная, и эта ниша очень-очень денежная. То есть спрос колоссальный тут. 11 тысяч продаж в месяц. И не забывайте, что это только с одной категории мы посмотрели. А там вот этих motivational категорий, если я не ошибаюсь, по-моему, 3 или 4. Вот, и вы сможете посмотреть продажи в одной категории motivational, посмотреть продажи в другой категории и так далее. Вот опять же, на примере, смотрите, уже категория business money, там business culture, мы видим motivational и self-improvement. Мы что тут видим? Тут мы видим рост продаж в месяц. Да, он небольшой, плюс 10, но опять же, это нам говорит о том, что ниша сейчас будет расти. И опять же, если мы наведем на наш январь, который нас там интересует, да, пик продаж в этой нише на январь происходит, то мы увидим 9 тысяч продаж. Ну, это тоже очень много. Для книжного бизнеса это много. Вов, я, кстати, не знаю, как у вас. У вас сколько, если, допустим, смотреть вот так вот по нише в товарном бизнесе, то с одного там товара сколько может быть продаж в месяц? Слушай, ну, из моего опыта Q4, во-первых, январь, он не пиковый месяц, а обычно декабрь. То есть, возможно, что в книжном бизнесе, не знаю, люди получают там гифт-карты разные в подарок, и потом скупаются в январе, что тоже происходит в товарном бизнесе. То есть люди получают гифт-карты в подарок и потом покупают товары, поэтому мы видим чуть подъем продаж в январе, но обычно пик это примерно 16 декабря, если не ошибаюсь. Но опять же, у нас специфические товары в нише барбекю, и опять же, это зависит от ниши, но у нас, например, если там смотреть на все года, то X4 примерно поднимается трафик,
и продажи как бы примерно, ну, давай так, X4 поднимаются продажи, скорее уже в конечную, скажем, результат. Это начинается в конце ноября у нас примерно, и даже в середине ноября до как бы до первых там 21 декабря, потому что люди успевают получить как бы подарки до 24, когда Крисмас там 24, 25, что-то такое. И все, и потом продажи, ну, как бы чуть спадают, январь там спадает, но это зависит. Есть ниши, где пик, например, это февраль. То есть, может быть, что Q4 вообще не влияет на продажи. Например, в Канаде у нас наши те же товары, которые, ну, в Америке поднимаются по продажам, в Канаде не особо. Зависит от рынка, зависит от типа ну, товаров. Но вот в Америке, например, у нас там примерно X4 результат по продажам. Вот как-то так. А опять же, разные ниши. У кого-то вообще не влияет, ну, Q4. У кого-то суперсезонный товар на лето, например. То есть, не знаю, что-то там, ну, какой-нибудь крем для загара, да, например. То возможно, конечно, что на Q4 он поднимется, потому что, не знаю, кто-то куда-то влетит в какое-то путешествие там или что-то, да. Но, опять же, я не проверял это сейчас я так представляю, да, но... И поэтому, наверное, наши товары барбекю в Канаде особо, ну, не имеют какой-то большой спрос на Q4, хотя в Америке, да. Не знаю, трудно сказать, ну, вот, но есть товары, которые вообще на них не влияет Q4, которые полностью, например, сезонные для лета. Вот. И тогда Q4 ну, особо не повлияет. Но это надо смотреть, вот как ты смотришь через Rocket, там, ну, мы смотрим там через Helium, например, тоже можно посмотреть. Прям можно взять отдельный товар и посмотреть в нише какой-то, как были продажи в ноябре, в декабре, и тогда будет видно прям график. Ну, он показывает именно и BSR, и также sales, сколько продаж было примерно, это все примерная статистика, и потом видно, например, что, например, ну, какой-то товар возьмем, там, сентябрь, октябрь, он там по 20 юнитов в день продавал, а мы видим, что в декабре, например, ну, 40 или там 50, 60, надо смотреть. И так можно отдельно посмотреть там несколько топовых продаж, несколько топовых селлеров в какой-то категории, понять, как бы, насколько поднимаются продажи, если есть у той ниши статистика за прошлый год. Если это супер новая ниша, то тогда трудно сказать, но если обычно будет какие-то прошлогодние статистики, вот смотрим их, и тогда можно инвентарь, как бы, соответственно, заказывать, но это больше уже товарный бизнес. Ну да, я тоже, когда готовилась, проводила этот анализ, то очень удивилась, что не во всех нишах есть спрос именно в Q4. Поэтому, опять же, прежде чем вы хотите написать именно книги для Q4, то, пожалуйста, подумайте. Далее, вот, кстати, будут скрины очень-очень интересные. Я почему-то думала, что, допустим, рождественские книги, спрос на них будет намного выше и больше в период Q4. Но оказалось нет. Хэллоуин. Хэллоуин. Там просто, по-моему, 16 тысяч запросов. Но мы ниже посмотрим, я покажу. Я очень этому удивилась. Но, несмотря на это, рождественская ниша, она живет круглый год. Да, конечно же, в июле, естественно, мы не получим каких-то огромных продаж, но где-то 1000 продаж в месяц. Ну, рождественские книги собирают. В принципе, это неплохо. Это, ну, я думаю, $500 в месяц вы можете иметь. Опять же, если ваша рождественская книга будет в топе на первой странице. Ну, или просто вот на первой странице. Мне кажется, так. Ну, а естественно, чем ближе к Q4, она будет приносить больше денег. Но там нету резкого такого роста, как, допустим, в теме в нише Хэллоуин. Вот. И опять же, если мы вернемся к нашему анализу по бизнес-книгам, да, которые рассказывают, как заработать деньги, как правильно делать инвестиции и так далее, да, опять же, вот открываем Business Money, Management, Leadership, опять же, нашу Motivational и смотрим, есть ли рост в этой нише. Все, плюс 52 мы видим, да, есть рост. Если мы наведем на sales, мы увидим 8000 продаж в месяц. Ну, это пик январь, да. Если там другие месяцы, то приблизительно в среднем 5000. Это много. Это означает о том, что ниша прибыльная. Тут большая конкуренция. Поэтому, естественно, вот просто так зайти туда, и если вы думаете, что вы напишете суперкачественную книгу, это правильно, это окей. Но если у вас есть всего лишь $1000 на рекламу,
по-другому, ну, я могу сразу сказать, что не получится. Не получится. Ниша конкурентная. Вот где-то от $2000 вам понадобится, чтобы ее раскрутить в рекламе. И, естественно, конечно же, вы ну, в дальнейшем отобьете все свои вложения. Просто вот проанализируйте этот график и посмотрите на количество продаж. Далее, если опять же у нас тут есть просто ниша бизнес-мани, вот заметьте, сколько много уже ниш. Все про одно и то же, но на Амазоне всегда несколько ниш в книжном бизнесе. И важно вот каждую нишу вот так вот кликнуть и рассмотреть ее. Вот что мы видим в этой нише? Ниша бизнес-мани. Мы видим резкий спад. Смотрите, на 778 продаж меньше ежемесячно происходит, да? Но если мы наведем на январь, посмотрите, 19 тысяч продаж. Вдумайтесь в эту цифру, 19 тысяч продаж. Мы с вами до этого смотрели, ну сколько там было максимум? 11 тысяч продаж. 19. Вы понимаете, какой-то колоссальный search volume, колоссальный запрос, то есть люди хотят узнавать в этой теме. Почему спад такой происходит? Ну, мы можем предположить, что книги там не совсем качественные. Это тоже возможно, да. Есть топовые авторы, про которые вы там все слышали, тот же там Роберт Кийосаки и так далее, да. Их покупают. Но этим книгам уже сколько лет? Ну, 20, 30, ну, очень, да. И многие люди их уже изучили от А до Я. Естественно, информация там очень хорошая. Конечно же, она относится и к нашему времени, да, но, как сказать, время меняется и всегда появляется актуальная информация. И вот если вы профессионал в своей нише, узкой нише, да, в тех же инвестициях, да, либо можете рассказать, как людям зарабатывать деньги, потому что тут же не только практические знания нужны, как зарабатывать деньги, да, там, как зарегистрировать компанию, как открыть, там, сколько посчитать маркетинговый план, там, финансовый бюджет составить. Ну, деньги не только про это. Деньги же еще и про психологию, да, насколько вы ответственны, насколько вы умеете брать на себя там организационные моменты, насколько вы умеете заботиться о людях и так далее. То есть чем больше и шире ваша ответственность, да, чем больше, скажем так, у вас есть ресурса заботиться о других людях, тем больше вы будете получать денег. Ну, это такая психологическая история. Вот, да. У меня просто 2 высших образования. Первое психолог, второе психотерапевт и третье уже там бизнес. Но бизнесом всегда занималась с 20 лет, несмотря на то, что как бы училась на психолога. Вот, поэтому я как бы знаю 2 стороны: и бизнесовую сторону, как зарабатывать деньги, да, и психологическую сторону. И вот смотрите, если вы понимаете, как это делать, там, хотя бы с психологической точки зрения, да, и у вас есть такой успешный, удачный опыт, то why not? Пишите книги, делитесь своим опытом, и люди это оценят. Вот я просто всегда говорю: делайте качественный, полезный контент для людей, и будет вам счастье. Но, еще раз, но, учитывайте, что конкуренция бешеная на Амазоне, жесткая. Вот сами цифры только глядитесь. И если у вас нету достаточно рекламного бюджета, минимум $2000, ну, сори, какая книга качественная и полезная не была, она не взлетит на Амазоне. Чтобы она взлетела, это вам нужно, скажем так, раскручивать свой бренд, там, соцсети, ТикТоки и так далее. Тогда, то есть вы на Amazon уже сами завлекаете аудиторию. То есть не Amazon вам ищет покупателей, понимаете? То есть если вы хотите, чтобы Amazon искал вам покупателей, Амазону нужно заплатить за это. В рекламу нужно заплатить. Если эта история не про вас, да, но вы понимаете, что вы пишете качественный, классный контент, тогда вы должны сами искать свою аудиторию. Опять же вопрос, как вы можете ее найти? Соцсети, любые. LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Пожалуйста, любые. Вот. Так, давайте двигаться дальше. Вообще я скринов подготовила очень много, и я так могу долго-долго рассказывать. Смотрите, помните, еще я говорила эко, здоровый образ жизни, там эко-френдли и так далее. Вот, пожалуйста, смотрите, вот открываете, допустим, опять же, эко-френдли вы ничего не найдете в Publish Rocket. Ну, возможно, в Helium вы найдете, да, вот там может как-то оно лучше делать поиск. Publish Rocket, ну, он мне нравится, но он такой специфический. Вот он может искать по категориям. Если на Амазоне есть, допустим, категория веганов, вегетарианцев, да,
он покажет вот эту статистику. Если нету на Амазоне категории, допустим, эко-френдли, вот вы не узнаете про эко-френдли ничего, то есть как рост. Вы можете поисковые запросы, ключи посмотреть и так далее. Вот. Но, в принципе, меня это не смущает, потому что, как я всегда говорю, ну, нужно прежде всего логически самому подумать, данные сравнить с программами, там вообще закрыть все и сделать такой, да, постараться менее субъективные, вот вообще сделать объективную картину. Это очень важно, потому что, ну, что происходит? Мы часто думаем, что вот я прав, вот я сделаю так, и все будет good. А в результате получается все наоборот, потому что мы не учли там пункт А, пункт Б и пункт С не учли. Поэтому я рекомендую, ну, кто как я делаю. Я беру очень много времени на подумать. Там, прежде чем что-то сделать, какой-то такой, ну, ответственный шаг, да, там в бизнесе и так далее, я могу неделю-две думать про это. Вот с разных сторон. И каждый день я просыпаюсь, у меня инсайты, инсайты, инсайты. Еще я все это пишу, Мгм. пишу, записываю, ну, а потом, естественно, обсуждаю это все с другими людьми. Вот. И так, эко. В общем, эко вы не найдете, но вы найдете, там есть веган и вегетарианство ниша. Ну, окей, why not, почему? Почему бы тут, да, и не писать? По продажам мы видим 2500, но поверьте, даже при покупках 2500 в месяц вы сможете зарабатывать не в Q4 $2000 с одной книги. Ну, то есть как бы норм. Если сравнивать, опять же, вот с нон-фикшн литературой, да, там продаж больше, но там и конкуренции больше. Ну, и сейчас и в кукбуках конкуренция растет. И, допустим, что бы я советовала и что мы хотим сейчас делать, да, как бы кукбуки, окей, у нас кукбуки работают, да, вот, но я всегда за масштабы, я всегда за развитие, и, допустим, следующую нишу, которую я вижу, это то, что я вам изначально говорила. Нишевые запросы в разных нишах. Вот, поэтому вот подумайте про это. То есть рост мы видим. И опять же, топ-20 как бы лучших категорий от Амазона входит. Мгм. Далее, вот у нас, ага, смотрите, это у нас special diet был, Cookbook Мгм. special diet, веган, вегетарианство, да. Тут у нас уже просто Cookbooks Food Wine, вегетариан, веган, именно под категорией веган. Ну, в общем, смысл вы поняли. Тут этих категорий с одним названием, ну, очень-очень много. Важно не пропустить ни одну и все проанализировать. И тут, опять же, мы тоже видим стабильный рост, плюс 79, стрелочка нам показывает, ну, и продаж в месяц 2500. Ну, вам хватит, если вы захотите зарабатывать деньги в этой нише. Ну, какой момент, тут издательств много. Но это тоже как бы не очень хорошо. Ну, как не очень хорошо? То есть это будет означать непросто. То, что сейчас я замечаю, сейчас получается так. Там, где нету мало издательств, там денег, допустим, мало, либо ниша непопулярна. Там, где много издательств, естественно, там конкуренция больше, ну и, естественно, сложнее как бы выделиться, да, получить свою лояльную М. аудиторию. Вот, то есть сейчас, особенно последнее время, что я наблюдаю, ну, практически нету тех ниш, вот как было раньше. Знаешь, зашел, пустой рынок, забрал, и все, и ты тут лидер. Но я сейчас, да, этого вообще не замечаю. Книжный бизнес растет, растет и растет. Так, еще какую нишу? Давайте с вами посмотрим. Environment и ecology, да, опять же, за экологию, что я говорила. Но тут, смотрите, спад идет минус 16, но это не принципиально, это не маленькая потеря, поэтому вы на это можете не ориентироваться. Вот, какой-то все равно спад пошел, вот мы видим с ноября прошлого года, но обратите внимание, июль 2024 года, и опять идет рост. То есть ниша переменчива, возможно, это влияет от мировых новостей. То есть если вы профессионал в этой нише, да, и хотите писать книги, рассказывать людям информацию полезную, то что бы я сделала на вашем месте? Я бы углубилась, я бы посмотрела, что произошло в июле, что там, может, какие-то катастрофы произошли, еще что-то, да. Я бы отследила по месяцам, что происходило, чтобы понять, как эта ниша будет развиваться дальше. Вот. И, естественно, изучить конкурентов. Смотрите, мы сейчас не будем переходить, скажем так, по каждому ключевому запросу в поисковую строку Амазона и смотреть бисары книг.
конкурентов. Но, естественно, вам нужно будет это сделать. То есть вы не можете полагаться только на эти данные. Вот там вот посмотрели, что, о, рост пошел, все, я пишу эту книгу. Нет, так делать не надо, пожалуйста. Обязательно проанализировать BSR, потому что он-то рост может показывать, но если вы заходите и видите, что там бестселлер ранг, ну, я не знаю, 50-40, ну, я не рекомендую писать. Это очень будет мало продаж. Нет, это не стоит писать книги на эту тему. Бестселлер ранг, ну, вот должен быть там 20. Лучше вообще там 2, 4, 5, 6, 10, там 20. Это означает, что Тысяч? 20 тысяч. Да, 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 Да-да-да. да, 4. Мгм. Я не Мгм. говорю тысячи по привычке. И опять же, смотрите, на тему экологии мы видим, издательств тут немножко меньше, 80%. Если до этого у нас было везде 90%, то тут уже 80%. Вы тоже это анализируете. Вроде оно и кажется, что ой, что там 10%. Но вы же посмотрите в соотношении, насколько это меньше будет конкурентов. Может, это на 100, на 200, на 300, а может и на 1000 человек у вас будет меньше конкурентов. То есть это я к чему? Это я к тому, что ваш анализ должен быть со всех сторон. Начиная от рынка, что показывает нам рынок, сколько продаж по месяцам. Далее переходим к издательствам, смотрим процент издательств и обязательно смотрим бестселлер-ранг наших конкурентов. Далее, что еще? Если говорить про спрос фикшн литературы, то это прежде всего фэнтези. Ну, почему фэнтези? Потому что, опять же, если вы зайдете на Netflix и посмотрите, какие фильмы, сериалы на Netflix популярны, то вы обратите внимание, большинство это вот фэнтези, все, что связано, будущий мир, АИ, там, роботы, все в Мгм. таком плане. Почему это происходит? Потому что у нас, опять же, в феврале запустился АИ, и все новости сейчас про это трендят. Уже там Илон Маск и чип заживил, уже там какая-то компания, не помню ее название, разработала первого человекоподобного робота, который уже все, понимаешь, и мыть посуду может, и убирать в квартире, и порезать яблочко. Ну, то есть у меня, допустим, весь ТикТок только про это и говорит. Я не знаю, я тоже захожу на Netflix, выбираю какой-то сериал, либо фильм, у меня все про будущее, про будущее и Мгм. наш мир. И вот, пожалуйста, как это отражается на Амазоне? Ну, вы посмотрите, ну, просто бешеный всплеск, ну, просто бешеный. Мгм. Мгм. Кстати, я по категорию teen и young adult. Подростки, там, молодые взрослые, скажем так. Вот, пожалуйста, то есть эта ниша спала, вот реально спала. То есть в эту нишу, если бы зашли в августе, в сентябре, ну, это вообще был бы топ. И если мы обратимся к анализу, то мы видим, что пик роста книг про фантастику наблюдается в октябре, он почти в 2 раза больше достигает, чем обычно, там 5000, 6000 продаж ежемесячно, тут у нас 9000 продаж. Опять же, с чем это можно связать? Хэллоуин, праздник Хэллоуин в США– это один из главных праздников, там главнее, чуть ли не главнее Рождества. Вот, поэтому в октябре, естественно, идет спрос на триллеры, мистику, фантастику и так далее. Но несмотря на то, что Publisher Rocket нам показывает минус 17 продаж падает ежемесячно, опять же, 17 продаж ежемесячно– это не страшная цифра. Вот, поэтому если вы хотите писать в этой нише, то, пожалуйста, why not? Также, если рассматривать романтику, у нас еще relationship есть отношения, есть опять же такая же категория на Амазоне, то мы видим, что relationship у нас вызывает немного спад на продажи, минус 47 ежемесячных продаж. Но, опять же, бум приходится приблизительно на ноябрь, январь, и в среднем продажи 4000 продаж происходит ежемесячно. В принципе, это тоже хорошие продажи. Единственное, что если вы думаете, вы сможете писать любовные романы и на этом зарабатывать деньги, то нет. Тема relationship, в которой вы сможете заработать деньги, это про психологию, да, и про построение отношений. Да, это могут быть не конкретно какие-то советы, это может быть в виде там рассказов, повести и так далее, но все равно это должна быть литература не совсем художественная.
потому что, опять же, вы видите категорию self-help. То есть это психология, самопомощь. Очень много есть книг, которые вроде бы и относятся к художественной литературе, но они с психологическим текстом, понимаете, с психологическим подтекстом. Вот если двигаться в это направление, да, можно. Опять же, есть такая тема психологический триллер. Вот прям есть такой ключевой запрос на Амазоне. Если вы посмотрите его, то вы увидите и хороший search volume, и вы увидите отличнейший BSR у конкурентов. Поэтому, пожалуйста, пишите там, но помните всегда, что чем ниже бестселлер ранг, тем жестче конкуренция будет происходить в этой нише. И если еще говорить про прогнозы Q4 на 2024 год, то обязательно рассматриваем сезонные и праздничные скидки, праздничную подготовку. Что это означает? То есть все, что вы сможете написать на тему Хэллоуин, это взорвет ваши продажи. Единственное, нужно быть осторожным. Хэллоуин у нас начинается в октябре. То есть с сентября уже будут стартовать продажи. То есть вы не можете сейчас начинать писать книгу, потому что сейчас август, как бы вам этого не хотелось. После октября вашу хэллоуинскую тематику никто не будет покупать. Вы в августе должны были уже запустить рекламу на свою там, ну, хэллоуинскую тематику, чтобы она хотя бы месяц смогла отработать, чтобы вы выловили эти ключевые слова, чтобы вы хотя бы немножко смогли ее оптимизировать. Поэтому это, скажем так, лайфхак на следующий год. На следующий год. В этом году, ребята, не пишите. Ну, просто потеряете деньги, сольете, потому что вы пока ее напишете, уже конец августа придет. История буквально на 5 секунд из личного опыта. Мы нашли прибыльную нишу, очень-очень прибыльную нишу, анализ конкурентов, все как обычно. Написали книгу. В общем, пока мы написали книгу, рынок уже поменялся раз 10. Зашли мощные конкуренты, которые, можно сказать, вообще снесли всех конкурентов с первой страницы. Ну, хорошо, половину конкурентов. Ну, то есть реально зашла какая-то банда неимоверная, которая за 1,5 месяца снесла всех. Вот, да. И я просто удивилась, они написали книги 500 страниц. 500 страниц, да. Стоимость они поставили $26, но это все равно 500 страниц, $26. Я не считала их маржу, вот, но, в принципе, думаю, что где-то там $5-7 у них, возможно, и есть, но я понимаю, что тут нельзя тягаться с ними. 500 страниц и 75 страниц, которые, да, мы можем позволить. И, кстати, это не издательство, ребята, это не издательство, это какие-то инди-паблишеры. Я не знаю, у меня есть предположение, что, может, они какие-то курсы книжные закончили, супер-пупер, и им сказали, пишите все в этой нише. А ниша реально была мертвая, вот, и очень-очень денежная. И так, в принципе, так, да, конкуренция была не особо. Мы думали там написать книгу, заработать деньжат, вот заработали. Это я к чему? К тому, что конкуренция сейчас очень-очень жесткая. Поэтому не думайте, что если вы напишете книгу в сентябре, вы еще думаете, что вам нужно оставить месяц, это как минимум, лучше там 1,5-2 месяца на разгон рекламы. Вот, и вы только по графику поймите, когда пик продаж будет. Вот. А то я тоже в прошлом году написала Autumn Word Search. В октябре ее запустила, пока раскрутила, там уже эти продажи упали. Вот, так что не повторяйте таких ошибок. А что я еще хотела рассказать? Про то, что учитывайте глобальные темы. А если вдруг, ну, я знаю, что в нашей группе по книжному бизнесу есть журналистов, есть много писателей, да, и я знаю, что вы хотите что-то писать интересное, да, оповещать людей о важных событиях, то да, это может пользоваться спросом. Глобальные проблемы, вы можете это все освещать. Единственный момент. Посмотрите, не забанит ли вас Amazon за использование каких-то брендов, имен влиятельных лиц, если вы про это пишете. Вот. Обязательно это нужно посмотреть. И, естественно, если вы будете писать, что вы там вдохновлены, например, там Марк Твеном каким-то, да, либо там вдохновленные трастом, либо еще что-то, да,
то, по идее, Amazon не должен вас забанить. Но я всегда, когда сомневаюсь, что я делаю? Я пишу поддержки. Почему? Потому что я понимаю, что мне потребуется колоссальное время, колоссальные финансы, чтобы это все запустить, да, и я не знаю, забанят меня или не забанят. Вот поэтому я всегда пишу поддержки и спрашиваю: слушайте, у меня такая идея, хочу написать так. Подскажите, пожалуйста, я нарушаю правила Амазона? Они мне отвечают, потому что даже в правилах Амазона, ну, не всегда ты можешь найти ответ на свой вопрос. И для меня, опять же, вот если я что-то не знаю, я всегда пишу поддержки, потому что лучше ее никто мне не ответит. Да, достучаться до, скажем так, не индусов это сложно, но это возможно. Всегда можно написать, а можно мне поговорить с главным там. Ну, если вы там в рекламу пишете, там, с главным отделом по рекламе, если вы контентщику пишете, то с главным отделом по контенту. И мне, допустим, это всегда помогает. Таким образом, мы практически все наши проблемы мы решили и таким образом решаем. Так, и смотрите, в начале видео я обещала показать скрины, как Хэллоуин у нас растет. Вот смотрите, в октябре 12 тысяч продаж. Ну, заметьте, это только в октябре. Вот реально 1 месяц. За 1 месяц вы можете заработать денег. Дальше это меньше, чем 1000 продаж в месяц. Это очень-очень мало, то есть вашу книгу никто покупать не будет. И если хотите сравнить по теме Christmas, конечно же, можно писать книги на тему Christmas. То что мы тут видим? Что пик приходится на ноябрь, поэтому вот если у вас есть желание написать сезонную книгу, то лучше уже пишите на Christmas. Но опять же, смотрите, с сентября уже начинаются такие хорошие продажи. И потом все это медленно-медленно угасает, но тут 1000 продаж в месяц будет. Вот. Поэтому ваша книга все равно будет ежемесячно приносить вам деньги. Просто не в Q4 небольшие деньги будет приносить. А я хотела поделиться своими рекомендациями, которые мы сейчас применяем, да, для подготовки Q4 и, скажем так, те рекомендации, которые я отметила еще в Q4 2023 года. Первое, нужно позаботиться о качестве своей книги. Вот, в Q4 можно получить огромное количество отзывов, потому что продажи просто бешеные, но и люди начинают давать свою обратную связь. И дают они ее намного живее, чем если мы будем говорить там за летний период, да, весенний период. Поэтому, если у вас некачественная книга, и если вы уже насобирали каких-то негативных отзывов, то обязательно не поленитесь, не хотите это делать сами, отдайте там копирайтеру, какому-то там редактору и так далее. Почему? Потому что когда начнется Q4, и если ваша книга некачественная, ее просто забомбят негативными отзывами. Далее позаботьтесь, пожалуйста, о своем листинге. То есть ваши ключевые слова, они должны быть актуальными. Понятно, что есть общие ключевые слова, которые из года в год работают. Но если вы, например, настраивали там свою рекламу, либо там в листинге что-то упоминали из серии таких ключей, как там Best Book 2024, то, естественно, уберите это, напишите 2025 уже, да, только best не нужно использовать в листинге. Смысл вы поняли о том, что ключи должны быть релевантны тому времени, что вы делаете. Вот. А также, опять же, в Publisher Rocket появилась новая функция, когда у конкурентов вы можете найти слова, по каким они рекламируются. И вот там столько новых ключевых слов, но вот в Helium тоже эта функция, кстати, была давно. Вот, и насколько я поняла, что Publish Rocket просто договорился об обмене данными с Helium, поэтому, опять же, вы можете найти новые ключевые слова. Вот именно сейчас, в пик вашего сезона, это вам очень-очень поможет, потому что рекламироваться по мощным ключевым запросам, я могу так сказать, что это самоубийство будет, потому что вот сейчас уже беды повысились в 2 раза, да, и когда CPC доходит там и $3-4 за одну продажу, это too much. Для книжного бизнеса это too much. Поэтому ищите творческое приспособление, да, как вырулить на продажах в Q4.
И обязательно контент. Вот это вот старый дизайн, старые картинки там не актуальные, особенно те, которые делались АИ. Да, заметьте, что первоначальные изображения АИ, ну, они очень простенькие, да. То, что сейчас может делать АИ, ну, это реальная фотография профессионального фотографа. Поэтому, пожалуйста, обратите на все это внимание. То есть вы должны сиять, как звезда на елке. И тогда у вас все будет хорошо. И опять же, последний момент про рекламу. То есть это один из важных пунктов. Если вы думаете, что в Q4, благодаря вот этому огромному спросу, вы сможете рекламироваться без рекламы, ну, опять же, такое невозможно. Вов. Такое вообще бывает? Ты на Амазоне сколько? Более 5 лет. Такое возможно? Продавать продукты без рекламы? Ну, вообще, да. Что? Ого, ого, ну и вот это что я тут рассказываю? Не, не, слушай, Так. на самом деле желательно, чтобы была, конечно, реклама, и, скорее всего, на тех, ну, например, у нас большинство товаров работают с рекламой. Просто есть товары, которые получают трафик с других товаров, и, возможно, там реклама не Мгм. профитабельная, но поскольку так много трафика переходит на один товар в А плюс контенте, ну, хотя бы в private label, в товарке, можно вставлять линки на другие товары. Окей, плюс есть люди Мгм. еще на магазин заходят, то есть возможно, что будут идти продажи без рекламы, но это немного. То есть скорее, потенциал там товара будет ну, минимально выжиматься, если только органика. Но смотри, можно отключить рекламу, это повыборочно, но тогда другие включат, и со временем мы упадем. Поэтому по факту рекламу ты права, как бы мы ее не выключаем, но у нас есть товары, которые у нас нет у них рекламы, они там продают что-то там по несколько, там, может быть, 100 единиц, там 200 в месяц, и они приносят full как бы прибыль, потому что они где-то по органике получают, плюс трафик с других товаров, но большинство товаров, которые приносят большинство прибыли, у них есть реклама. Вот, но вообще как бы Мгм. теоретически возможно, или возможно новая ниша, и у тебя там, ну это такие, это не, это как, это it's exception, not the rule, знаешь, это как бы отдельные моменты, не как Дополнительное. как будто да, это что-то, Мгм. что, ну, на это не стоит полагаться, как бы, правда? Поэтому, да, реклама будет нужна, и, соответственно, в чем прикол, что на Мгм. Q4, хотя бы, опять же, в товарном бизнесе, ну, и смотря в каких нишах и так далее, поднимается трафик, и поэтому можно с рекламы получить такие больше продаж, чтобы потом пришли отзывы, поэтому, как бы, Q4 хорошая возможность получить вот продажи и отзывы, но возможно, что поднимется клики, стоимость клика, как ты говорила, что у вас вот вы наблюдаете, опять же, зависит от ниши и так далее. Вот, но вообще, Да. да, реклама в большинстве случаев, она никогда не отключается, и она постоянно настраивается, потому что если отключить, как бы, тоже не будет информации. Она нужна, чтобы ее улучшать, как бы, потому что если мы ее не делаем, то невозможно ее улучшать, и вот, да, короче, органика, как бы, реклама нужна, в общем, да. Но это интересно, кстати. Возможно, что там мы и затестим на какой-то книге. Но я что заметила? Я заметила, что пришел август. Ну, у нас как беды были, так и были. Мы же их не повышаем ежемесячно. Мы оптимизируем их. Вов. Ну, Мгм. мы не повысили беды, и мы слетели с наших Мгм. топ-мест. Да. Мгм. И да, ну, опять мы, конечно же, залетели, и вот какая неделя там, вторая у нас уже идет, да, но это, да, вот где-то даже в конце июля, то есть вообще резко, вот ничего не предвещало, мы в топе, в топе, в топе, и резко наплыв конкурентов, бешеный, я понимаю, они что просто поставили там в 2 раза больше бюджет, и Амазончик такой у нас тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Ну, естественно, мы увеличили бюджет, понятное дело, что он вернул все эти позиции, вот. Но я понимаю, что сейчас у нас 2 недели, это ежедневная борьба, борьба с новыми конкурентами, потому что все хотят урвать, да, место на пляжу, Мгм. на солнце. Все, наверное, же понимают, что Q4 сейчас столько денег пойдет. И просто, если там раньше неделя проходит, никого новенького нету, то сейчас каждый день залетает и по 5 конкурентов, и по 4 конкурента. Да, и есть такие, которые, ну, несмотря на то, что они работают в минус, и, ну, я смотрю их цену, я смотрю страницы, я сразу понимаю маржу, они работают в минус и доводят свой BSR там до 1К, 2К, и все. И, ну, естественно, они становятся бестселлерами. У нас вообще такая ситуация с бестселлерами. Сегодня мы бестселлеры, завтра пришел конкурент, просто забрал нашу категорию, и он теперь бестселлер. И вот это вот каждый день, каждый день. Вот, ситуация, конечно, интересная на рынке для тех, кто любители адреналинчика.
Вот, я думаю, для тех вообще Q4 очень-очень сильно зайдет. Но если говорить серьезно про рекламу, то, ребята, вы должны иметь несколько стратегий. Вот я вообще всегда говорю, прежде чем запустить рекламу, разработайте как минимум 3 стратегии. Особенно если у вас нету бюджета какого-то, да, там, не знаю, 10 тысяч долларов. С Q4, вот если конкретно у меня спросить, с каким бы бюджетом минимальным я бы заходила, это 5000 долларов. Я не вижу, как с меньшим бюджетом можно заработать. Сегодня придет кто-то, конкурент, да, у которого он на раз, два, три может позволить себе там слить 2-3 тысячи долларов в месяц, а таких немало, немало. Все, вы, ну, как бы, вы уже будете на второй странице. Как я говорила изначально, вторая страница, ну, она не приносит дохода. Вот. Ну, что-то, да, кусочек заработаете. Но мне кажется, это будет, сколько вы там потратите, столько вы на второй странице и заработаете. Чтобы удержаться в органике, мне кажется, сейчас бюджет минимум 5000 долларов. Поэтому обязательно нужно разработать стратегии. Наше, допустим, в чем преимущество? У нас всегда несколько стратегий. У нас, если одна не пошла, мы знаем, ага, это не идет, мы сейчас это сделаем, вот это сделаем, вот это сделаем. И, в принципе, ну как, не критично о том, что заходят там конкуренты, о том, что они там пытаются нас вытеснить и все такое. У нас, как я говорю всегда, от А до Я есть варианты действий. Вот. И, естественно, это нас спасает. Потому что если бы такого не было, представьте, это надо сесть и подумать. Это же все занимает время. А на Амазоне некогда думать. Там каждый час ты там уже ниже, 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 ниже. 3 дня подумал, ты там уже улетел на, не знаю, на 10-ю страницу. Поэтому разработать стратегию, серьезно, это одно из самого главного. Второй момент, ключевые слова, все посмотрели, обновили их, потому что есть те ключи, которые нерелевантны. Я не говорю про вот эти крупные ключи, а вот такие, про какие-то мелкие ключи, бывает так, что они изживают, появляются какие-то более релевантные запросы, по которым реально происходят продажи. Поэтому обязательно это нужно обновить. И еще проработать негативы. Я замечала несколько раз, вот как только мы плохо проработаем негативы, у нас окос, ну, не может быть меньше 30%. Потому что вот эти негативы, нерелевантные клики, они понакликивают, 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 и все, и портят всю аналитику окоса. Поэтому заморочьтесь с негативами. Пожалуйста, в Хелиуме, я обожаю Хелиум за то, что там можно сразу найти 1000 негативов. Это очень помогает. И вот первые книги, которые я запускала, я там сразу вот 1200 негативов грузила. И это мне помогало не сливать деньги, вот серьезно. И мы очень много выкачали негативов по нашим всем темам с Хелиумом, и мы, в принципе, до сих пор этим пользуемся. Да, вот с новыми обновлениями Publisher Rocket вы можете, в принципе, и там найти негативные слова, но, опять же, лучше Хелиума, ну, из моей практики я не видела. Негативы must-have по Хелиуму. И обязательно вы должны месяц запускать рекламные кампании заранее. То есть вы как минимум должны ее месяц протестить. Понимаете? Если вы ждете Q4 и думаете, что ой, Q4 с октября месяца начнется, вот я в сентябре, в октябре запущусь. Ну, не надо так думать. Вы там вообще забит, мне кажется, заплатите в 4 раза дороже. Потому что, насколько я понимаю, Amazon все равно дает приоритет новичкам. И чем больше вы денег сливаете в рекламу Амазона, тем он за вас будет держаться. И вот это, если вы пришли и думаете, что сейчас получите продажи, нет, прежде всего Amazon, как я говорю, тестирует. Вы должны будете хорошо отстегнуть Амазону за то, чтобы он, скажем так, вас полюбил и отдал вам хорошие позиции. Вот, это все время. Пока вы все это сделаете, уже там и Q4 закончится. Поэтому оптимальный вариант заходить в Q4 – это август-сентябрь. Ну, это как сказать, как я вижу. Вот. И обязательно анализируйте. Вот в Q4, если раньше мы анализировали свою рекламу раз в неделю, при том, что у нас было, ну, все оптимизировано, все налажено, там наш окос составлял 22-24%, то сейчас уже 2 недели подряд мы анализируем рекламу каждое утро и каждый вечер. То есть опять, как вот, можно сказать, когда начинали наш книжный бизнес. Потому что ситуация меняется катастрофически. Опять же, на примере истории мы запустили книгу. Она 30К бестселлер-ранг имеет. То есть там нету еще и месяца этой книги. Вот, 30К бестселлер-ранг имеет. И дальше она не росла никак. Мы, опять же, оптимизировали рекламу, просыпаемся,
там бестселлер ранг что-то там 10 или что-то из этой серии. Опять же, почему у нас так это получилось? Потому что мы анализировали результаты сейчас утром и вечером, вот, ежедневно. Надеюсь, информация была полезна. Надеюсь, наши слушатели, подписчики сумеют подготовиться правильно к Q4 и заработают миллионы. Да, ставим тогда в описании видео твои, которые по оптимизации рекламы, например, то есть чтобы понять, как это все сделать, плюс контент. И вообще оставим твой канал в описании, чтобы ребята могли перейти и дальше обучиться, понять, как это все делать на практике, например, как улучшить рекламные кампании и так далее. Тоже есть у нас на моем канале видео про оптимизацию PPC как бы для private label, но там много идей можно взять и для книжного бизнеса, поэтому это тоже я оставлю в описании. Интересное видео с ребятами из Unitix. Это компания такая они помогают с настройкой PPC. Да, ставим все полезные ссылки в описании, о чем говорили, Publisher Rocket. Оставим в описании Helium. В принципе, все. Канал Даши, я думаю, будет полезно перейти, посмотреть, пообучаться дальше. Даш, спасибо тебе. Если у тебя есть какие-то еще вещи, что ты хотелось поделиться, скажи. Но, в принципе, мы пробежались по PPC, по какие ниши можно выбирать и так далее. Что ты думаешь? Может быть, что-то еще ты хотела добавить, чем-то поделиться? Да, думаю, что все рассказали, Вов, Мгм, и мгм, думаю, море полезной информации, есть о чем подумать. Всегда welcome, всегда рада видеть в нашей мгм, телеграм-группе по книжному бизнесу. мгм. Тоже да. Да, я очень рада, она самая большая. Вот. И, Вов, благодаря тебе тоже. Нас уже более 700 человек. Так Круто. что welcome, welcome. Задавайте вопросы, всегда отвечаю, помогаю. И что самое важное, другие участники группы, представьте, более 700 человек, они смогут поделиться своим опытом. У нас все дружные, и я считаю, это колоссальная, бесценная информация, потому что это взгляд не только одного человека. Прикольно. Тоже оставим в описании группу. И залетайте. Полезно. Растет группа Даши и канал. Мне кажется, очень быстро. Спасибо тебе, Даш, правда, за время. Было интересно, много полезного. И Q4, конец года. Надеюсь, что кто запускается, сможет запуститься в прибыль, а кто уже продает, возьмет какие-то идеи и увеличит дальше еще свою прибыль. Ну вот, и всем удачи, всем связь, всего хорошего. Спасибо.